То, что появился здесь театр, это стечение обстоятельств. Поэтому для меня, конечно, вы правы, это место сакральное. Вы были, мне кажется, одной из самых значимых фигур. ЮНЕСКО начало входить и в нашу культурную, духовную и политическую жизнь. Это и прошлое, и настоящее, и будущее. Андрей Савич, мы встречаемся в этом таком, мне кажется, знаковом, сакральном месте для города Якутска, потому что здесь Платон Алексеевич Аюнский, здесь Сахатеатр его имени. Эта идея была ваша, построить здесь театр, чтобы был памятник Аюнскому. Нет, на самом деле, то, что появился здесь театр, это стечение обстоятельств. Но принял решение, значит, Михаил Ефимович Николаев, первый наш президент, а ему подсказал это тогдашний председатель правительства Назаров Семен Николаевич. Здесь стояло новое здание аптеки, оно рухнуло, а театр должен был построен на месте, где стоит цирк сейчас. Вот там должен был построен. Но видите, как удачно получилось. Да, и потому получилось, что в да, центре, да. это центр. Сейчас любимое место детворы. Да. Тут приходят люди отдыхать. Да. И вот что он для вас означает сегодня, для Андрея Савича Во-первых, Борисова? вот сразу посмотрите, детишки около ног памятника Платону Аюнскому, дети, будущее нашей республики, народа Саха, нашей республики, народом нашей республики. Это на самом деле превращается в площадь детства. Вот дети здесь, мама гуляет с детьми и так далее. Так. То есть слова Платона Аюнского это когда он посвящает свои стихи, свою жизнь будущему детям, будущему республика. Вот будущее республики. Поэтому сегодня, когда 27 сентября, День государственности республики, оно всегда будет символизировать, День государства символизироваться и как символ государственности Платон Аюнский. Так, Максим Амосов, Сидор Барахов, и про которых, значит, Алампа Сафронов, про которых Сахатеатр ставит спектакли. То, что здесь появился памятник, это сама идея памятника, она давно была так. Да. Михаил Ефимович еще со времен, с первых же дней своих, и Кулаковский, и Максим Амосов, Платон Аюнский, во многих его выступлениях, докладах и так далее говорилось. А тут, значит, наступил тот момент, когда было 115 лет Платону Аюнскому, мы должны были встретить это, и вдруг однажды утром отец мой, Савва Егорович Борисов, значит, он мне звонит и говорит: вы что, хотите ждать 125-летия Платона Аюнского? Когда будет памятник? А я, говорит, встреч меня, говорит, тогдашним вице-президентом республики Александр Константинович Акимовым, он председатель оргкомитета был, и они встретились, потом Штуров принял решение, и вот памятник здесь появился тогда. Для меня, конечно, вы правы, это место сакральное, это место, куда приходит молодежь, дети, старшее поколение, кланяются великому сыну народа Саха Платону Алексеевичу Аюнскому. И дети растут как бы под сенью нашего великого Платона Аюнского и еще и Сахатеатра в какой-то степени. Да? Это культура, это история, все здесь они вплелись. Да, и Сахатеатра, от Сахатеатра вышли почти все учреждения искусства республики. Да. И опера, и хор, и балет, и цирк, и так далее, когда он был объединенный этим. Да. Не говоря о том, что Сахатеатр, значит, выписывал в своем, как бы, у себя выписал театр Аланхо, а Платон Аюнский театр Аланхо, и Аланхо, это, вы знаете, как бы взаимосвязаны. Здесь почему дети ходят? Вот смотрите, дети, да. Вот здесь написано 33 алгыса из Аланхо Платона Аюнского Нургун Батыр Стремительный. Здесь 33 алгыса, благопожелания.
И ходят дети под этими словами, под Алгысом Платона Юнского, написанным, как Гомером написанным в эпосе Аланхо. И поэтому они уже они, у них счастливое будущее. Да. Потому что они ходят под Алгысом. И замечательно, мы сейчас, наверное, пройдем в театр и Хорошо. продолжим наш разговор. В театре заканчивается ремонт, Да. и скоро, возможно, ну, все зависит от этой ситуации с коронавирусом. И когда, пока еще неизвестно, да, первый спектакль. Ну да, но мы 17 октября, как всегда принято, в день открытия в Кафедральном соборе в 25 году, Кафедральный собор был, да, с этого дня считается как театр обрел свое собственное здание. Вот. Мы 17 октября всегда проводим первый спектакль. Вот, кстати, вот этот же Платон Аюнский, эта скульптура, композиция называется «Оку Юрдутура». Его произведение, он про себя вот на своем родном Аласе, как рыбу ловил, и как его несколько карасей спасли его жизнь, он получил образование и этот. Да. Вот, И в принципе, автор Василий Сивцев. Сивцев, да. Красноярск, он живет в Красноярске, очень талантливый человек. Здесь написаны слова Кулаковского. Вот, то есть его знаменитая закодированная информация, закодированные послания, как бы сказать, модель, структура, понимание будущей культуры и образования, культуры и философии народа Саха здесь написаны в этом плафоне. Вот. А это вот, значит, камни Якутии, там, значит, портреты артистов Саха-театра. Эмана Баровта. Ага. И еще вот театр ну, то есть стоит или держат театр 6 Да. колонн, да? И Вот. тут выгравированы имена. Да, когда значит, Саха-театр, вот это здание строилось, Михаил Ефимович принял такое волевое решение по строительству этого театра. И тогда, значит, актеры, когда переезжали от Кафедрального собора в здание музыкального театра, они очень как-то с такой душевной болью говорили о том, что вот перед Кафедральным собором на фасаде вот стояли столбы такие, оно давало какое-то ощущение театра. Тогда я колонны, да, архитектору сказал, сделай, говорит, как бы напоминание о том, откуда мы вышли, вот эти колонны. А эти колонны тоже символизируют вот наших классиков. Так. И, значит, Алампа Сафронов, Николай Неустроев, Платон Аюнский, Суорно Моллан, Иван Гоголев. И потом, значит, впоследствии мы еще дополнили имя Калюмнир Василия Васильевича Никифорова, который, значит, ну, как бы сказать, первую пьесу написал Манчары, и первый спектакль под его, значит, организацией был сделан, Берет Берген, в Саха-театре. Вот, поэтому, ну, в принципе, вот, это вот называется «Путь Аллея». Ага. Это не зря сделано. Вот это такая инсталляция, композиция, это из чароита, из камней, это «Путь Аллея» называется. Это река Лена. Это точная карта реки Лены под долиной Туймада. Мы в сердце Саха-театра, в кабинете Андрея Савича, где рождаются идеи, где рождаются шедевры. И они делают первый шаг здесь, наверное, Андрей Савич. Ну, сейчас кабинет, он не совсем в том состоянии, поскольку ну, почти полгода театр не работал. И поэтому тут кое-какие портреты, что-то там, полусклад получился. Но не важно, важно, что этот кабинет. Главное здесь... Да. Золотые. Главное, вот в этом кабинете вот все призы, награды Саха-театра. Вот. Это с музея Саха-театра Ефим Николаевич он поставил так, да. Я не успеваю следить, кто какие награды получает, да. Но вот золотые маски, это же
можно сказать, как этот Оскар, театральный Оскар российский. Поэтому у нас 4 золотые маски. Это одна маска, это за «Кыз де Бельен», мой спектакль, Степанида там в главной роли, Борисова. И вторая маска это за спектакль Сергея Потапова, это за спектакль Ионеско «Макбет». Третья маска это маска за служение театру Анны Ивановны Кузьминой, нашей народной артистки. И четвертая это моя за создание театра Аланхо, за вклад в театральное искусство такое. Вот. Это, кстати, вот эта маска сделана была еще в 1983 году с портретов наших актеров. Там, это, как бы, бренд или как назвать, Сахатеатра. То есть это история. Да, это история, да. Это, кстати, Оскар называется. Это казахи за мой фильм дали. За мой Чингисхан. За «Тайну Чингисхана. А это тоже казахи за что я забыл даже, да? А это вот Чингиза Айтматовская за Международный фонд Чингиза Айтматова мне вот. А вот этот такой стеклянным этим, это очень интересное. Это впервые, значит, Российская академия вот этих массовых представлений за работу «Свет над Арктикой». Это массовое представление такое. Нам дали главный приз. Это за массовое представление. А у нас же пошли лет 30 уже, «Дети Азии» и так далее. Такие были уникальные проекты, но заметили только буквально вот в прошлом году, когда мы создали «Свет над Арктикой» в «Триумфе». Вот. Андрей Савич, еще раз я хочу вас поприветствовать на нашем канале журнала «Илин». Вот у меня такой первый вопрос. Вот у тебя есть такое любимое, на мой взгляд, выражение «я знаю, что знал». Вы таким образом перефразировали известное, конечно, сократовское. Но вот вы что вкладываете? Ну, у Сократа же фраза такая: «Я знаю, что я ничего не знаю». Да. И чем больше ты читаешь книг, чем больше у тебя появляется знаний, чем больше ты узнаешь о том, что ты много чего не знаешь. И я считаю, что такая философия, она это западноевропейская. Вот. А восточная, азиатская такая философия как раз соответствует этому, в этой, как бы скажем, постулату, как «я знаю, что я знал». Что я знал. То есть это связь с историей? Это не только с историей. Это, прежде всего, это, скорее всего, может быть от того, что я очень глубоко как бы изучал восточную философию. И, конечно же, и эпос наш Аланхо, где об этом много-много говорится. Потому что человек рождается уже сознанием своих предков, с генной памятью. И вот это знание, оно открывает человек каждый раз себе то знание, которое ему послали его предки, его, значит, предыдущее поколение. Все-таки накопление идет в генетике, в генной памяти накопление идет. И это накопление я должен, значит, открыть в себе. Когда я читаю Сократа, того же Сократа, то я не от Сократа узнаю, а читая Сократа, я узнаю то, что я знал. Человек читает книгу для того, чтобы узнать, что он знает. И в восточной философии есть такой постулат: спрашивающий знает. Если ты знаешь о чем-то, то ты спрашиваешь, а если не знаешь, то ты не спрашиваешь. Отлично. Андрей Савич, тогда вы в 1982 году поставили свой знаменитый спектакль. Как раз вы начинали понимание этой философии, восточного подхода, так сказать. Да, я уже знал, и Лао Цзи знал, и Конфуция знал, но не говоря уже о философии якутского народа, о натурфилософии и Кулаковской, и Платона Юнского. Поэтому для меня
для меня, когда я ставил этот спектакль, то, конечно же, вот то, что мною было забыто, оно возрождалось, когда я ставил спектакль, эпизод за эпизодом. И прочитав «Пеги, пес, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова, для меня стало ясно, что это про меня, что я узнал про себя, читая Айтматова. Первую мою охоту, значит, как меня учили, как меня этот и отец, значит, как бы наставничество отца. То есть и в этом смысле для меня совершенно не было, как бы, совершенно не было, это произведение не было каким-то загадкой, какой-то тайной такой. Для меня все было, я знал это, я знал. Вот, Андрей Савич, а почему вот публика тогда в Советском Союзе, по всей стране фактически, да, получается, восприняли этот спектакль как некое такое открытие? И это стало таким началом новой истории Сахатеатра. Ну, тут надо сказать вот о чем. Это же киргизский писатель на русском языке написал. Так, якутский режиссер поставил на якутском языке. Русский художник нарисовал. Музыка Эдуарда Артемьева, еврей Эдуард Артемьев, который признался, что этот спектакль больше, эта музыка больше подходит для этого спектакля, чем к фильму, который он написал в свое время. Не говоря уже о том, что про малочисленные народы Нивки. Так, да? Не говоря уже о том, что этот спектакль на госпремию выдвинули же грузины. Да. То есть в истории театральной истории Советского Союза не было, чтобы другая национальная, значит, республика СССР, там Союзная республика, выдвигала спектакль другой какой-то. Тем более Россия, там, тем более, значит, якуты там, да, они выдвинули на госпремию СССР. И, видимо, да. Привлекала вот содержательная Да, часть, ну, философская. да. Да. То, что вот оно затронуло, туман же был, там главная тема туман. Это оно, я говорил, что спектакль это поэма о самопожертвовании, потому что как раз там начинались в общественной жизни такие очень сложные атмосферы появилась, и тогда вдруг, значит, придя в театр, люди видят, как малочисленный народ для того, чтобы выжить, для того, чтобы продолжить свой род, они отдают последнюю каплю воды мальчика и сами уходят в море, чтобы не пить воды, чтобы отставить капли воды. Вот этот подвиг он как-то созрел, видимо, в обществе. Такое предчувствие. Да, предчувствие вот такой туман, во-первых, туман наступал, это же застой так называемый тогда. То туман наступал, и в этом тумане надо было выжить. И вот этот момент очень, видимо, подсознательно, или, как называется, коллективное, бессознательное нашего зрителя, нашего народа, да и всей России, Советского Союза, оно требовало вот какого-то нравственных каких-то критериев. Потому что это 82-й год, уже начало изменений в обществе. Да. И вы разбудили память народа, историческую, национальную, не только этим спектаклем, а всей своей вот последующей работой, как политик, как деятель искусства, культуры. И вот вернемся вот 1989 год. Выборные баталии. Вас избирают депутатом, народным депутатом СССР, именно на первых альтернативных выборной кампании. Вот вспомним, что это было для вас. Я просто начну, это не самореклама, это факт. Поэтому я, когда набираю очередной курс студентов актерского отделения нашей кафедры в Арктическом институте, то я в первую очередь им говорю, что ваш педагог, имея в виду себя, профессор, руководитель курса, за свою дипломную работу получил высшую премию великой страны, государственную премию СССР, говорю. Так, они так удивленно на меня смотрят, для них это ничего не значит, потому что они не понимают, что такое государственная премия СССР и так далее. Да и многие деятели культуры тогда не понимали.
И для меня это последний государственный премия СССР. Так. Это дипломная работа студента. То есть уже, опять же, вот, исходить из той философии, которую я знаю, что я знал, парадоксальным образом получается, что я, значит, баллотируясь на народные депутаты СССР, для меня понятие СССР, да и воспитан был я во всех идеалах и постулатах, в идеологии советского государства, для меня становление народным депутатом СССР не было как бы, скажем так, каким-то уж преодолением чего-то невозможного. Не было такого. Другое дело, ну, доверенные лица. Какие доверенные лица-то были у молодого человека, у режиссера, начинающего работать в театре, претендующего на народный депутат СССР? Это и Светлана Ефимовна Николаева, это и Нина Протопопова. Какие имена-то так, да? Значит, Илья Михальчук, там, вот это, будущие министры, будущие, значит, государственные деятели республики, они были моими доверенными лицами. Вот Божедонова, там, Анастасия Божедонова, Анатолий Чомчоев, там, будущий народный депутат и так далее, министры, они были доверенными лицами этого молодого человека. То есть, поэтому для меня это, вот эта поддержка, потом время другое наступило. Наступило совершенно другое время. И 89 год, это в 85 году состоялся партийная конференция, где я делегатом стал, и Алексей Александрович Тамтосов исподволь, как бы тихо, как бы, оказывается, продвигал меня, потом я это позже узнал я, и в качестве делегата этого конференции, и народные депутаты. То есть время востребовало какие-то новых людей, видимо. И у меня получилось так, что я каким-то образом, видимо, соответствовал. Но я еще раз говорю, окружали и поддерживали меня уникальные люди. И прошлой истории, и будущей. Будущего вот после суверенитета, когда они стали вот такими известными, выдающимися деятелями государственными, и культуры, и образования, и так далее, и так далее. Да, и тот состав депутатов, там Прокопий Осипов, Олег Бородин, Владимир Ларионов, Макар Яковлев. Да. Это вы были знаковые. Юрий Прокопьев. Да. Вы были, мне кажется, одной из самых значимых фигур, да, вот среди этого состава депутатского корпуса. И вы тогда во время работы съезда поддержали межрегиональную депутатскую группу. Какие-то проекты, которые они выдвигали, вы общались с ними, это на вас тоже повлияло, как политика? Ну вот, когда прошло время, то у меня какое-то, ну, назовем так, не чувство вины, а некоторое чувство такого вот ответственности за то, что развалился такое государство, как Советский Союз. Все-таки мы народные депутаты СССР были, и когда произошел этот путч, и депутат Станкевич вышел на трибуну и с трибуны сказал о том, что съезд народных депутатов, значит, на сегодня останавливается, потом соберемся, мол, после путча. И я тогда уже понял, что мы не соберемся. Я в этот момент почувствовал, что что-то произойдет такое исторически такое непоправимое. Я этот момент почувствовал. Поэтому я уходил из Дворца съезда народных депутатов, последним я уходил. И это тоже очень важно для меня. Я видел, как потихоньку все собирались, уходили, и я смотрел на Спасские ворота Спасской башни. И когда 4 последних депутата ушли, я вышел тоже из Кремля, начал выходить, вдруг увидел, вокруг стояла такая толпа, коридор такой, люди кричали, что-то там ругались, там, это было уже, и проходя через этот, можно сказать, строй такой, через этот коридор возбужденных и яростно ненавидящих меня и народных депутатов СССР людей, дошел до храма
Василия Блаженного, и тогда для меня было ясно, что я должен уйти от политики и заняться главным, ради чего я, наверное, пришел в этот мир, духовностью, культурой, искусством. Вот. А в межрегиональную группу я пошел, потому что туда вошел Сахаров. Вот. Андрей Дмитриевич Сахаров. А для меня это человек по тем временам был каким-то символом. Вот. И естественно, я вошел туда. Ну, там был Ельцин, и там был и, значит, будущий мэр Попов, будущий мэр города Собчак. Москвы, Собчак, там, Болдырев, по-моему, и многие депутаты, которые тоже какие-то свои действия способствовали вот этому развалу, тем более Ельцин, там, развалу Советского Союза. Но я, участвуя в дебатах и на заседании межрегиональной депутатской группы, ни в коем случае в голову мне не приходило о том, что Советского Союза не должно быть. Хотя слышал много про это, уже и выступлений и так далее. Прибалтийские депутаты. Прибалты начали выходить, Грузия начала проявлять свои. Начались какие-то волнения и в Киргизии, и в Казахстане. Вот. И я потом, перелистывая стенограммы тех времен заседаний съезда народных депутатов СССР, я с каким-то, ну, если не с удовлетворением, то хотя бы с какой-то вот, ну, каким-то чувством открываю, что я, оказывается, не голосовал все-таки за то, чтобы уходили, за то, что республики это уходили от состава Советского Союза. Но тем не менее, вот чувство вот некоторой ответственности над нами, над народным депутатом СССР за развал Советского Союза есть, конечно, есть. А вот вы, скорее всего, вот на фоне всех этих событий, видимо, пришли к выводу, что нам здесь, в Якутии, в Якутске, организовать общественное движение, которое получило наименование Саха-Омук, тем самым возродив культурно-просветительное общество 20-х годов, и вы стали лидером. Вас тогда участники, я сам был участником, мы голосовали за вас, и мы вас избрали президентом Саха-Омук. И мне кажется, вот Саха-Омук, он сыграл очень важную положительную роль. Вот именно то, о чем вы говорите, стабильность, чтобы сохранить то ценное, что было и есть тогда, в те времена. Как вы считаете? Ну, для меня также вот, во-первых, создание этого объединения общественно-политической организации, называлось Саха-Омук, оно не было как бы тоже, ну, скажем так, для меня лично это было закономерно очень, потому что я знал историю. Саха-Омук, первый Саха-Омук был создан Алампадисом Сафроновым, Платоном Аюнским, Максимом Кировичем Амосовым, и это люди, называя их создавшими, основателями, ну, назовем так, первой республики, автономной республики, они, создавая это общество Саха-Омук, они прежде всего, конечно же, думали о якутском народе, о народе думали, о культуре, о просвещении народа, о развитии народа. И первым председателем был Алампа Сафронов. А так я, ну, тогда уже начал как бы сознавать себя как лидером Саха-театра и главный режиссер Саха-театра, то для меня, когда ко мне подошли, и потом я народным депутатом СССР уже был, и когда ко мне подошли такие, по тем временам, на первый взгляд, еще люди, которые еще неизвестны для политики, для истории нашей республики, Владимир Тимофеевич Николаев и Лазарь Афанасьев, Тарис, и еще несколько товарищей, Ульяна Алексеевна. Вот. По-моему, еще ты был там, да? Вот когда подошли и сказали, давайте организуем такое общество, то, конечно же, я за это
очень активно и с полной творческой, прежде всего, отдачей начал заниматься организацией первого съезда. И на первом съезде присутствовало более 200, около 250, даже больше, нет, 450 человек. И были делегаты от разных еще регионов России. Ну, представьте себе, на этом съезде сидел сам Сафрон Петрович Данилов. Так. То есть вся интеллигенция, то есть передовые мыслящие люди народа Саха, и не только народа Саха, из разной национальности. И когда я был единогласно избран президентом этого общества Саха-Амук, то только тут я понял, какую миссию, ответственность я на себя взял. Когда ты организуешь, когда ты романтически настроенный, видишь, что идет какая-то смена какой-то жизни, другие времена наступают там, то ты живешь вот этим азартом, и вдруг, когда меня избрали, и причем единогласно, то для меня это вопрос очень... Вот эта ситуация накрыла меня вот такой чувством, даже некоторого такой страха, поскольку я уже начинал понимать, что происходят какие-то глубинные и сложные изменения. Так. Ну, представь себе, в Саха-Амуке у меня, значит, вице-президентами были такие люди, как будущие министры, будущие депутаты и так далее, и Жирков Егор Петрович, и Мигалкин Афанасий Васильевич, и Николай Лугинов, и Олег Сидоров, и Харысхал Василий Егорович, Ульяна Алексеевна и так далее. То есть это будущие люди, которые, с одной стороны, не только стали сами депутатами и министрами, и общественными политическими деятелями и так далее, но эти люди были еще и светом нации, вот так назовем. Это было элитой нации. Так. И, соответственно, вот этот подъем, и духовный подъем, и политическая как бы, активность такая, оно дало Саха-Амуку много-много опорных моментов. Говорить даже сейчас интересно так. Дело в том, что и Конституция, которая была принята, это активные члены общества Саха-Амук и сами писали Конституции, и настаивали на том, что была Конституция. Да и первый президент республики нами был поддержан Михаил Ефимович Николаев. Вот, и многие-многие проекты, законы и даже учреждения, что тут говорить, были созданы по инициативе Саха-Амук. Поэтому для Саха-Амук, второй Саха-Амук назовем так, да, в историческом плане новейшей истории, второй Саха-Амук, он как бы довел до завершения то, что было задумано еще Алампадисом Сафроном, Платоном Аюнским и так далее. И я даже в шутку это, ну, мы же молодые люди были, я называл так, что в России было две политические силы, которые вошли во власть, это партия большевиков и Саха-Амук, которая полностью вошла во власть. И поэтому потом приняли решение, что нам надо приостановить наши действия, поскольку мы уже перестали быть общественной организацией, и министрами стали, депутатами стали, и так далее, и так далее. Да, вот, Андрей Алексеевич, да, 30 лет, да, как был организован, начал работать Саха-Амук. И вы очень правильно сказали, да, Саха-Амук вошел во власть. Вы же во многих республиках России поставили свои спектакли, вас приглашают уже за рубеж ставить спектакли. Это тоже, мне кажется, вы как такой всероссийский режиссер на сегодня. Дело вот в чем. Ну, приглашают московские режиссеры, многие тоже другие режиссеры, они модные режиссеры, да, их приглашают в театры за то, что они модные, а меня приглашают не за то, что я модный, я не модный. Так, вот. Сотников говорил, вот мы с тобой пустились бежать по стадиону, там, круг такой. Вместе побежали все, говорит так. Мы вырвались вперед, потом их догнали и сзади бежим. Тогда. И кажется, что мы отстаем от моды, а эти еще не пришли. Да. Круг не завершили. Да. Поэтому меня приглашают на такие вот... Недавно я поставил спектакль в Башкирии к столетию республики. Этот эпос «Урал-Батыр», который переведен на якутском языке. Прочитав эпос «Урал-Батыр» на якутском языке, я понял,
что такое. На русском языке я не совсем понимал. Понял, какое несет это, как бы, какое-то удивительное Сила, произведение идея, Уралбатов да. называют. Вот, ну, в Турции, Китае, потом, значит, ну, и республики, там, Алтай, там, в Москве мы ставили Сотниковым спектакль, и Да. Гамлета, и... Но мне вот к вам такой вопрос личный. Когда и как вы познакомились с Михаилом Ефимовичем Николаевым? Первый раз, когда вы встретились? Вот первая встреча, самая такая, на первый взгляд, банальная и простая. Он был секретарем обкома партии или министром Сельского хозяйства? сельского хозяйства. Вот тут я путаюсь, да. Скорее всего, да, секретарем обкома партии я к нему пришел, услышав только от разных людей, что есть такой человек, очень такой прогрессивный, открытый и мыслящий масштабно, по государственным и так далее. Я пришел к нему с тем, чтобы он дал в качестве здания для театра, для Саха-театра, здание, которое было построено для Министерства сельского хозяйства, сейчас стоит на улице вот Орджоникидзе, зал был у них, зал. И этот зал я захотел сделать театром, поскольку у Саха-театра не было здания. И к нему пришел, и он тут же поднялся, и вместе мы пошли и начали обсуждать, как же можно из этого, ну, простого такого конференц-зала сделать театр. Вот этот момент, и он ходил, и я даже стал рисовать, где можно балкон сделать и так далее. Вот. И тут для меня стало совершенно ясно, и вот какая-то обстоятельность, какая-то решительность какая-то, и сразу какой-то вот... И вот первое знакомство такое. Да. И вот у вас такой сложился тандем, даже так я бы сказал, общественно-политический, культурный, даже, можно даже сказать, философский в какой-то степени. А вот когда он предложил вам стать министром культуры? Он был председателем Верховного Совета, и, значит, тогда вообще он не был президентом, председателем Верховного Совета, и первое, значит, заседание Верховного Совета, где было принято решение о государственном суверенитете, и это легендарный Верховный Совет, я, по-моему, если не ошибаюсь, то я на этой же сессии, и, по-моему, даже в этот же день, 27 сентября, был избран министром культуры тогда республики не Саха-Якутия, а автономной республики. Якутской Саха Советской Социалистической Республики. Саха Советской Социалистической Республики. Переименовали как раз. Да, переименовали, да. Был избран я. А вот когда он предложил? Летом, осенью? Он или... мне не предлагал. Это, скорее всего, это исходило от правительства. Тогда правительство выдвигало. Он был председателем Верховного Совета, где утверждалось это. Он не предлагал. Но когда он стал президентом, то он меня пригласил, и первое, что сказал, что я буду работать министром культуры. То есть, опять же, вот, ну, круглая дата. 30 лет, как был образован Сахамук, 30 лет, как вас утвердили министром культуры 27 сентября 1990 года. И в этот же день Верховный Совет принял декларацию о государственном суверенитете Якутской Саха Советской Социалистической Республики. Да? Вот что значит для вас вот этот день через 30 лет? Ну, во-первых, то, что все, значит, ну, назовем так, такие идеологемы, постулаты, лозунги, которые были выписываны в обществе Саха-Амук, они принятием суверенитета, они обрели реальную перспективу. Так, то есть возрождение, так, то есть развитие. Так, потом, значит, сейчас помню, Сайды, Баргары,
то есть возрождение, развитие и консолидация, так, самоологу. Баргары, сайды, самоологу. Вот это главные три таких. Да. И ваш доклад так и назывался. Да, и доклад на съезде вот назывался так. И лидер республики Михаил Ефимович Николаев, он сразу для нас, для интеллигенции, для общества, для наиболее активных деятелей общества, сразу в его лице мы увидели вот человека, который будет проводить эту очень важную политику. Вот. И принятие суверенитета для нас не было ни в коем случае, даже и в голову не приходило о том, что это суверенитет, это независимость от российского государства, или тем более от Советского Союза, или от российского государства. Не было такого. И суверенитет, мы понимали, слово «независимость» понимали совсем по-другому. Мы понимали это совместно с российским государством. Поэтому оно дало культурное возрождение. Оно дало, представь себе, наш самолет Республики Саха-Якутия садится на аэропорт города Парижа, наш самолет, Саха-Сиря. Так. Представляете, какая это давала какую-то духовную такую силу, опору, уверенность в силах, понимание, как разворачивается, широко открываются широкие перспективы. И оно дало огромные плоды. Огромные дало плоды и в культуре, и в образовании, и в духовной жизни, и в политике, и в экономике также. Поэтому для меня это слово «суверенитет» имеет очень важное духовно-опорное значение. Вот, Андрей Савич, вы как-то в одном из интервью сказали о Михаиле Ефимовиче, да? Михаил Ефимович стал первым президентом не случайно. Это готовило самой истории народа Саха. Другое дело, что и он ощущал в себе силы для этой масштабной деятельности. Именно Николаев открыл миру Якутию, открыл, как я часто говорю, окно в Европу. Не прорубил, а именно открыл. Вот ваши слова, и вы с ним, открывали Европу через ЮНЕСКО. Вы же были одним из тех, кто поддержал связи именно с ЮНЕСКО. Конечно, видимо, такой возраст подходит, поэтому много воспоминаний так. Я, в принципе, мне важнее даже, понятно, о прошлом надо говорить и о настоящем действовать, а о будущем, мечтать и готовить будущее. Но целые делегации, которая пришла в ЮНЕСКО, в штаб-квартиру ЮНЕСКО, я руководил этой делегацией как народный депутат СССР, и мы встретились с первым заместителем ЮНЕСКО, по-моему, Андрей Лопес такой был. Мы встретились, этот африканец такой, и он нас встретил очень большой какой-то заинтересованностью. И там уже были высказаны идеи о проведении столетия Платона Аюнского, о сотрудничестве между ЮНЕСКО. Уже переводчиком у нас был будущий министр, сам Артамонов, который по-французски так хорошо говорил. Мы дали там понять высшему руководству ЮНЕСКО, как мы открыты и как мы хотим включиться в контекст мировой культуры. Вот этот момент был. И Михаил Ефимович сразу же, первое, что он сделал, это он встретился с Атунбаевой, СССР, там она была Атунбаева, будущий президент Киргизии, Роза Атунбаева. Он встретился с ней, и в этой встрече уже были сформулирована будущая деятельность комитета по делам ЮНЕСКО Республики. Это мы первый комитет в масштабе России, региональный комитет. СССР тогда еще. Да, тогда СССР еще, первый региональный комитет. Тут же объявили Исэ-Халанхом под эгидой ЮНЕСКО. Тут же план был столетия Платона Аюнского. То есть ЮНЕСКО начала входить и в нашу культурную, духовную и политическую жизнь как очень интересные, как важные международные организации.
Последний крупный ваш проект — это Арктический центр эпоса. Это не совсем сказать, мой проект это, как бы сказать, это было бы неправильно. Это так, десятилетиями, столетиями выпистыванная идея. Потому что представьте себе, что как только появился Сахатеатр, первое, что они поставили Сахатеатр, это известно. Кулемнюр, так, Кулемнюр, Василий Никифоров, он первый спектакль, который Сахатеатр сделал, это нет, не Манчары, это называется Берет Берген, Олонхо. Да. Сахатеатр начинается с Олонхо. Потом поколение писателей, Сорну Маллон, начинается с Платона Юнского. Платон Юнский пишет Туяр Макоп, потом Сорну Маллон пишет музыкальную драму на музыку Марка Николаевича Жиркова. Не говоря уже и Гоголев, и многие-многие писатели, они возвращались и по поводу эпического театра, они не называли это театром, Олонхо так, да, но они возвращались. И так получилось, что сформулировал эту идею, на самом деле изначально, не говоря о театре Олонхо, это сказал Платон Аюнский. Он сказал, увидев спектакль по его пьесе Олонхо, Туяр Мако, он написал: bu keskiller terilте болар. Теrilте это в переводе на русский язык это учреждение. Это учреждение на века будет и будет, значит, для будущих поколений будет важным, пишет Платон Аюнский. Короткие заметки. Красного шамана, в котором красный шаман называется Олонхо Тоюк. Олонхо Тоюк пишет так. Жанр. Шаманская история пишет, а пишет Олонхо. Олонхо Тоюк. Жанр. То есть оттуда, начиная вот с этих древнейших времен, и потом народ ставил свои самодеятельность ставила. И мы пришли к созданию театра Олонхо, и Штуров, значит, подписал указ, значит, и театр Олонхо начал развиваться, ставить спектакль, участвовать сразу на многих фестивалях, «Золотых масках». И потом потихоньку это пришло к идее для того, чтобы развернуть это уже в ширину. Вот даже первый проект, который вот стоит на столе, он называется «Центр эпоса евразийских народов». Так, евразийских народов. Потом, значит, потихоньку, когда начали думать какую нишу займет этот центр, да, то для нас стало ясно, что, исходя от той идеи, которую, выбирая Восток и Запад, арктическая парадигма, Арктика — это скандинавский эпос, финский эпос, индейский, американский эпос, то есть потрясающее там пространство, белое, незанятое пространство есть. И там мы можем доминировать, и мы назвали, и это Арсений Сергеевич очень точно внес эту идею, что назвали Арктический центр эпоса и искусства. Вот это один из первых проектов. Здесь будет и музыка. Здесь, в этом учреждении, эпос уже становится искусством. Эпос все-таки не материальное культурное наследие такое, да? А он становится искусством, становится театром. Это классический театр. То есть профессиональный. Не многие, а может быть даже очень мало народов, вот так можно сказать, претендует создание классического театра. Не надо путать классический театр с классикой. Классика есть Островский, Чехов, там, русская классика, якутская классика. А классический театр — это такой же театр, как Пекинская опера, как индийский Кутьятам, потом, значит, японский японской кабуки. Вот все эти театры — это уникальнейшее явление одного народа. Так. И нам повезло, что сохранили эпос, а сохранил эпос Платон Аюнский. Вы, Олег, вы очень хорошо знаете, написали книгу, очень хорошую книгу про Платона Аюнского, «Жизнь замечательных людей». Если бы он не стал бы, Платон Аюнский, и в вашей книге есть, первым директором Института культуры и языка, то мы потеряли бы нашу культуру. Там 5 же человек было, да? 5 человек, и великий Платон Аюнский уходит от
председатель правительства почти уходит от политики, так же, да, уходит, ну там нюансов много, но он уходит от политики, создает институт такой. И оно спасло нашу культуру, спасло эпос, спасло... всё. Сохранили, собрали. Вот, уникальные, сохранили, да. собрали, вот как он предвидел-то. Он бросил, политику бросил председатель правительства. То есть это все равно, что Михаил Ефимович, например, пошел бы и создал бы маленький институт. Хотя и Михаил Ефимович тоже может такое, если он будет знать, что за этим стоит огромная такая. Да. Я вот сейчас предлагаю Министерству культуры и главе внес предложение, и оно поддержано, о создании института геокультурного развития. То есть наступает для культуры народа Саха, и не только народа республики, да и в масштабе России, считаю, наступает время, значит, осмысления самоидентификации, геокультурной самоидентификации. Андрей Савич, мы сейчас вот в вашем кабинете, Доме правительства, и я вижу на столе книгу Платона Аюнского. То есть весь наш разговор все-таки возвращается к Платону Алексеевичу. И вот тут я вспомнил, что как раз-то Платон Алексеевич создавал институт языка и культуры, истории. Потом, я понимаю, через какое-то время, прошедшее с тех пор, вы сегодня выступаете с инициативой создания Института геокультурного развития. Вот почему геокультурного развития? Пожалуйста, объясните. Во-первых, чтобы слушатели наши не путали институт образовательный, где студенты, да, институт научный, а еще институт развития. Вот в этом смысле институт геокультурного развития, это направление и это учреждение, оно имеет почти, может быть, такую же адекватную миссию, которую как имел институт, который создал Платон Аюнский и правительство тогда. Институт языка и культуры. Потом впоследствии он стал Институтом языка, культуры и истории, там потом, значит, сейчас ИГИ, научное учреждение. Этот институт спас нашу культуру. Прежде всего, и культуру народа Саха. Подлинную культуру. Так? И теперь, значит, наступает время, когда, значит, как бы за последние 30 лет культура республики Саха-Якутия, как бы обретая, как бы сказать, полноте инфраструктуру, и там даже цирк есть, у нас и высшее художественное образование, и театры, и филармония, и музыка, высшее учебное заведение, Арктический институт культуры и искусств. То есть сегодня перед нами стал вопрос о идентификации культуры. То есть если говорить о сегодняшнем состоянии как бы общественной мысли по поводу нашей культуры, мы все-таки в основном и наука о культуре, и даже и практика о культуре живет воспоминаниями о прошлом, образно говоря. То есть воспоминания о прошлом, тюркская культура, там, тюркское происхождение нашей культуры. Значит, мы, значит, театры, пройдя через русскую театральную школу, значит, создали европейско-русский театр, значит, образование у нас институт и так далее, и так далее. То наступает время, когда нам надо вдуматься о будущем, смоделировать, создать новые реалии культуры, новую культурную реальность. То есть это ответ на вызовы? Ответ, да, на глобализационный ответ. То есть глобализационные процессы, они, хотим не хотим, они нивелируют национальные культуры, народную культуру. Да. И не только народные, но еще и глобализация это унифицирует культуру. То есть, тем более, эта глобализация идет от, значит, назовем так, атлантическая культура, американская культура, скорее всего, даже не европейская. Да, такая, конечно, да. Глобализационный процесс. Да. В основе лежит идеология такая. Да? И вот теперь, значит, когда российское, значит, государство разворачивает в сторону
Дальнего Востока, разворачиваясь в сторону Арктики, поскольку Арктика это кладезь не только значит, полезных ископаемых, а еще это и граница, значит, геополитическое, значит, как бы направление, и геоэкономика, не говоря уже о том, что сейчас наступает время, когда значит, арктические страны мира, значит, они разворачивают борьбу за значит, полезные ископаемые Арктики. Так. Поэтому в результате этого идут очень серьезные геополитические, значит, проблемы. Вот. И в это время мы, Республика Саха-Якутия, вот, являясь, ну, назовем так, среди регионов России, вот у меня вот по карте я хотел бы показать, понятно, что за короткое время не расскажешь, это целый какой разворот культуры Республики Саха-Якутия всем фронтом в сторону Арктики. Так, да? Вот, я вот здесь специально вот прочертил эту циркумполярную такую, значит, ситуацию. Здесь, значит, регионы России, тем более Россия, она же на одну треть же это северная, арктическая страна, тогда, не говоря уже об планетарной Арктике, когда и Америка, и Канада, и Финляндия, и Аляска, и многие-многие, значит, и Норвегия, и Швеция, это же страны арктические. Так. И вот среди вот в этой карте Республика Саха-Якутия на самом деле, как бы основываясь на вечной мерзлоте, самая холодная, значит, точка планеты, где живет человек, оно, конечно же, претендует на как бы культурное доминирование, не только там по территории, не только по географии, но еще и культурное доминирование. Так? Театр – это очень важная часть для понимания менталитета народа. Я имею в виду Саха, наш театр, да, где мы здесь сейчас записываем это интервью. А что вот для вас Саха-театр? Это ваш второй дом, это для вас это храм, это место, где вы создаете шедевры театрального искусства. Вот смотрите, мы участвуем в передаче, первой передаче, как я понял, журнала «Илин». Да? Вот я без всяких каких-то таких, назовем так, ну, красного словца, я хотел бы сказать, что в республике, в духовной, культурной сфере два явления стали особой опорой и духовными лидерами, значит, общественности, да и народа, наверное, Саха. Это журнал «Илин» своими публикациями, истории, культуры, географии, личностей, людей, которые создавали в свое время и республику, не говоря уже о исторических личностях, об ученых и так далее, и Саха-театр. Вот второй Саха-театр. И мне в последнее время я несколько получил таких через WhatsApp, через СМС, да и телефонные разговорах. Значит, интеллигенция, ну, скажем так, возраста 50 лет, там, 45, 50-60 лет, люди говорят о том, что когда распал Советский Союз, и когда мы утратили многие идеологемы, утратили многие ориентиры, вот Саха-театр со своими спектаклями стал для нас, говорят, духовной, душевной, интеллектуальной опорой, силу духа прибавило, говорят. Особенно вот те спектакли, которые выходили про людей, как раз и политика журнала «Илин» совпадала, и мы совпадали. Ну, тем более, что Саха Амук же создал журнал «Илин», так, да? Это же наш журнал был, первый журнал. И поэтому для меня Саха-театр – это искусство Саха-театра, это искусство, которое ответственно перед народом, перед историей. Вот, оно ответственно. Это не просто место, где люди отдыхают, развлекаются, смотрят какие-то сюжеты, а еще и Саха-театр является
таким создающий ориентиры, создающий духовные опоры учреждения. Не говоря уже о том, что сохранение языка, сохранение характера народа, истории народа. И поэтому это особый дом, это семья для меня. Поскольку в самом Сахатеатре, модель Сахатеатра, она как увеличительное зеркало, как увеличительное стекло, как зеркало отражает модель нашего общества, общества республики. Вот мне кажется, первым вашим спектаклем, ставшим тогда самым титулованным, знаменитым, вы дали такой толчок, и вы в какой-то степени трансформировали не только сам театр, но и в целом вообще повлияли на искусство Якутии тогда, в 80-х, 90-х. Потом вы это уже продолжили в качестве министра, уже проводя такую культурную политику. И вот ваш проект или программа, она называлась «Хомус гык олонхо итагаль». Вот как вы считаете, насколько эта программа реализовалась? Это, опять же, я еще в молодости читал философию Лао Цзи, Дао Дэ Цин, его так, да, и китайскую книгу, классическую книгу «Перемен», и там я вычитал у Лао Цзи такую фразу, которая для меня является какой-то главной фразой моей деятельности в качестве министра культуры, да и сейчас тоже оно звучит, на первый взгляд, сложно, а на самом деле простая фраза. Оно звучит так: в незнании незыблемого зло бессмысленного становления. То есть, если ты не знаешь, не ценишь незыблемые законы, незыблемые ценности, то твое становление и становление государства, становление народа становится бессмысленным, а это зло. Так? И вот поэтому передо мной, когда я стал министром культуры, стала задача в кратких каких-то главных постулатах сформулировать ту идеологию, те постулаты, незыблемые ценности, незыблемые законы. Мой помощник Иван Игнатьевич Николаев, мы в Москве, в гостинице «Москва», в 4 часа утра почему-то я проснулся очень рано. Мы пришли в фойе, и мы сидим, и я сказал эти 4 слова: «Хомус гык олонхо итагаль». И он тут же сформулировал и сразу сказал: видишь, тут же есть целая система, то есть музыкальное искусство. И от хомуса, помните, к скрипке, и появляется высшая школа музыки. То есть появляется филармония, оперный театр, от хомуса, от музыки. Гык там, ЮНЕСКО гык там, гык олонхо там, традиционная культура вся основой, которая является так. Не говоря уже, Олонхо становится шедевром нематериального культурного наследия человечества, и Олонхо, и появляется театр Олонхо, цех Олонхо, значит, целая программа Олонхо, понимаете, да? Поэтому эта концепция, она оказалась наиболее жизнеспособной не только потому, что, видите, мы какие-то такие умные, что мы сделали, это дело не в этом, а дело еще в том, что оно было созрело, оно присутствовало в общественном сознании, особенно в сознании народа Саха, оно созрело. Предыдущее поколение не создали это, предпосылки такими. И мы, значит, по счастливой случайности или по каким-то, может, по образованности своей мы сформулировали это. Да, это было подготовлено историей народа. Вы сказали и про Михаила Ефимовича, то, что я процитировал, да, ваши слова. И эта программа совпала именно с принятием декларации, его реализацией, потому что после принятия декларации были утверждены несколько законов. Закон о собственности, которые начали регулировать взаимоотношения с федеральным центром. Да? Мне кажется, здесь тоже очень было важно, чтобы была такая очень сильная идеологическая направленность вашей программы. Когда говорят о культуре, что это культура, это развлечение, досуг и так далее, или об искусстве говорят, что искусство для искусства, что оно не касается идеологии, на самом деле это неправда. На самом деле
вся история человечества, и история Советского Союза, история России, история Якутии, она говорит об обратном, потому что как раз-то через искусство, через культуру как бы были сформулированы многие-многие идеологические постулаты, и они через искусство, через культуру лучше, легче и доходят до сознания общества. Так, да? Поэтому, когда вот были названы 4 постулата, «Хомус геох олонхой тагаль», потом нам еще были названы другие постулаты. Основой культуры традиционная культура, потом исполнительское искусство самодеятельное, постановление значит, художественного образования, высшего художественного образования, включение в контекст мировой культуры, философии и так далее. Все эти главные постулаты развития республики за последние 30 лет – это, конечно же, идеология. Вот. И говорят же, культурная политика, так, вот, идеология. Не говоря уже о том, что культура, она всегда связана еще и с религией. Вот, а религия это всегда имеет, если не политическую, то духовную такую. Вообще надо понять, слово идеология же исходит же от идеалов, от слова идеал, идея, да, идеал, идея. идеология. Так, да? Вот, поэтому считаю, что вот эти 4 постулата, они стали, опять же, считаю, что они стали духовной опорой, основой в моменты, когда ориентиры идеологические и духовные, и государственные ориентиры были утеряны. Советский Союз распался, в России произошли 90-е годы, и в это время народ Саха, воля народа к культуре проявилась через это. Воля народа к культуре. Культура спасла многих людей, потому что они нашли в своей традиционной культуре, в духовных корнях нашли свою опору. Идеология же была утрачена, идеологические постулаты. Андрей Савич, я хочу процитировать, опять же, вас. В зрительный зал заходит толпа, которая, садясь в кресло, становится театральной публикой, выходя со спектакля нации. Это главная миссия театра. Вы и сейчас в этом уверены? Это вы говорили где-то года 4 назад. Да, еще разбудить в зрителе художника, сотворца. Конечно же, это, ну, ради чего тогда, ради чего театр живет, функционирует, люди создают спектакли, образы. Если в театре главным становится, как бы, сейчас модное слово такое есть, это слово есть такое, самовыразиться такое, самовыражение такое. Да. Главным, если становится самовыражение, тем более высказывание какое-то, сейчас высказаться по поводу таких. Да. Если у театра нет миссии, если у театра нет искусство должно быть сплошь ответственно перед народом, и народ должен быть ответственен перед искусством, говорил Бахтин тогда, то тогда театр утрачивает главное, ради чего он функционирует, ради чего он есть. Я каждый сезон, как только открывает сезон, вот недавно открыли сезон, я опять же перед труппой поставил вопрос, для чего, зачем, ради чего, какой смысл у театра работать. Тем более, что за средства народные, это же бюджетные учреждения. Если мы не будем призывать к светлому будущему, если мы не будем призывать к светлым идеалам, если мы не будем создавать в театре, на сцене, значит, те идеалы, ради которого человек на самом деле, и главное еще и создавать смыслы. Очень важно сейчас создавать смыслы. Особенно сейчас в мире, вы же видите, что происходит в мире. Значит, многие ценности, многие идеалы, они утратили свои, как бы, основу такую. Да. И Европа, и весь мир, оно как-то потеряло, ориентиры потеряло. И в это время особенно важен театр. Поэтому вот заходит и выходит оттуда, чуть-чуть став народом, нацией. А вот, Андрей Савич, вы
себя больше считаете деятелем культуры, политиком? Вот что вы выбираете, что вам ближе, или вы это как-то сочетаете в себе? Вот была у меня статья, которая называется «Театр – это политика». И тогда, значит, некоторые писатели и так далее выступили с критикой, говорят, что искусство, культура не есть политика там, да, то я там совершенно для меня это неразделимые. Вот я недавно вдруг смотрю, один человек выступает по WhatsApp, какой-то депутат какого-то, видимо, региональное законодательное собрание, и говорит о том, что, мол, видите ли, разделяете государство и разделяет Родину. Так, говорит, что человек, который ради спасения Родины может выступать против государства, путает власть, путает там. Да. Для меня государство и Родина – это одно и то же. Так? Поэтому я отношусь к культуре, к искусству, как к политике. И в то же время к политике отношусь творчески. Вот. И в этом плане всегда вот журналисты меня замучили последние 30 лет вопросами, что, как же вы режиссер, я уже 24 года был министром культуры, а мне говорили, как же вы режиссер, человек творчества, искусства, значит, работаете чиновником, там, государственным чиновником, не мешает ли? И для меня это, каждый раз для меня это, ну, каждый задает, если ты своей деятельности направляешь на то, чтобы и театр, и политику, и даже чиновничью деятельность направляешь к одной цели, они друг другу помогают, и в результате нет никакого разделения. Мы сидим сейчас в Сахатеатре, и я все время думаю о вот событиях, связанных с судьбой Сахатеатра. Вот Сахатеатр-то возник как учреждение в православном храме, и школа русская театральная, и Алампа Сафронов, не видя ни одного спектакля в жизни, он стал гениальным классиком. Вот потрясающе совпадение. То есть совпало его со всем этим, да. А потом Сахатеатр, и первый спектакль, который я там поставил, это «Желанный берег» в храме. Так. Потом первый спектакль, который я поставил, уже когда переехали в театр оперы и балета, тогда музыкальный театр, первый спектакль поставил «Үс Сахатер Югар», мной оставленные песни, Платон Аюнский. Платон Аюнский стал. И там в этом спектакле, оказывается, были сформулирована будущая культура, будущая программа министра культуры. В этом спектакле. Так. Потом переезжаем сюда, строится новое здание, Михаил Ефимович, значит, вот это здание дарит культуре, театру, народу. И первый спектакль, который я поставил, это спектакль театра Аланхо, то есть «Кыз де Блие». Сразу «Золотая маска», это театральный Оскар, так, да. А почему? Потому что уже созревает и востребовано временем рождение театра Аланхо. Переезжает театр Аланхо пока временно в центр Кулаковского. Первый спектакль, который ставит, «Сон шамана Кулаковского». То есть совпадение вроде бы, так. Но в то же время внутренняя вот как бы готовность ответить вызовам, это очень важно, внутренняя готовность ответить вызовам истории, развития общества, народа, нации. Внутренняя логика в этом Да, есть. и появляется в результате логика такая. И появляется как будто некоторая такая успешность того иного человека, успешный же, говорят успешный. Поэтому в этом смысле для меня это, но с другой стороны, для меня это тоже загадка. В жизни я бы не подумал, что я буду почти четверть века министром культуры. В голову не приходилось. Андрей Савич, ну, замечательно, да. А что вас поддерживает как вот такого лидера, общественного лидера? Вот, какие силы вас поддерживают? Ну, ответ банальный, но он всегда есть, будет, и дай Бог, чтобы это было. Это люди, которые рядом со мной. Вот это люди, которые в том или ином этапе каких-то, ну, назовем так, моих идей, а может быть и не только мои, я как исполнитель, многие идеи и
Михаила Ефимовича, и значит, Вячеслава Анатольевича, Егора Афанасьевича. А сегодня вот я работаю государственным советником у главы республики Арсения Сергеевича Николаева. То есть, не говоря уже об интеллигенции, которая вот рядом, не говоря уже о самом театре, потому что я вот, когда захожу в театр, часто бывало так, что я, когда начинал работать министром культуры, то я поражался, приходя в Министерство культуры, я поражался о логичности поведения чиновников, а потом уже как привык работать, прихожу в театр, и мне кажется, что они живут вне логики, какие-то логичные, они какие-то эмоциональные, какие-то жестикулируют какие-то, а чиновники только на бумагу смотрят так. Но, тем не менее, вот и в государственной деятельности, как государственный чиновник, и в творческой деятельности, вот люди, которые в этом смысле очень-очень мне везет. И на людей, на друзей, на соратников, сподвижников. Оно дает силу такую, да. Ну и потом, видимо, дает силу еще, ну, назовем так, ну, якуты это очень хорошо понимают. Это, то есть, откуда ты родом, в чем твоя, кто твои родственники, там, кровь откуда, и в чем смысл твоей жизни. И если в этом аспекте посмотреть, то ну, что говорить-то? Мой дед Пантелеймон Расторгуев учился вместе с Платоном Аюнским и Максимом Амосовым. Они его знали хорошо, пана Расторгуев. Вот. Они вместе учились, вместе начинали действовать, но там по разным причинам дед репрессирован был, ушел. В семинарии они, да? Да, в этом учительской семинарии. Да. Не говоря уже о том, что вот величане так-то, Марк Николаевич Жирков, мой дальний родственник, не говоря уже о том, что отец мой был по-настоящему государственник такой, государственно мыслящий человек. То есть все это в результате собирается и, конечно, дает такую силу, опору, и уверенность какую-то, наверное. Ну и иногда и те ошибки, которые ты совершаешь, они тоже связаны и вот и ошибки заставляют происхождением там и думать, да. размышлять. Знаете, то я вот сомнение в философии сомнения, оно тоже вот исходит от сократовской вот постулатов такие. Я думаю, что сомнение, оно всегда дает слабость человеку. Хотя, конечно, надо сомневаться в своих каких-то идеях и так далее. Это всегда должно проверяться такое. Но лучше быть убежденным, лучше пытаться, пройдя через сомнения, прийти к убеждениям. Вот главное. Андрей Савич, то есть этот институт, это аналитический центр, это центр, который будет моделировать будущее развитие. И, как я понимаю, он связан именно с арктическим центром. И я думаю, для института есть основа, да, на котором вы строите планы этого института. Да. Ну, само название «Арктический центр эпоса и искусств», уже в самом названии заложена сама идея вот этого геокультурного развития. Поскольку вот страны, которые я назвал, они же эпическое наследие этих стран, и индейский эпос, и финские калевалы, и скандинавские саги и так далее, они очень взаимоувязаны, и они являются основой, как я называю, плато культуры, на котором опирается подлинная культура. А у нас эпическое наследие известно тогда. Сотни, значит, Аланхо записано. Поэтому мы через эпическое наследие можем войти в контекст арктической мировой культуры. Это первое. Второе, значит, через искусство, которое будет в этом арктическом центре, это филармония наша, ну, симфонический оркестр «Арктика» называется у нас, так? Да. Через искусство, через музыку и через искусство драматического театра мы можем
также войти в интеграционные процессы мировой культурному развитию Арктики. Вот. Поэтому геокультурное развитие, Институт геокультурного развития должен, во-первых, подготовить, во-вторых, дать ориентиры, значит, опорную и философию, и науку, и в то же время проекты. Очень важно, чтобы разворачивать проекты. Вот, например, значит, ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО есть такое учреждение, называется институты, которые второй категории, которые финансируются российским правительством, федеральным правительством. И глава республики Арсений Сергеевич Николаев дал поручение, чтобы мы отрабатывали, значит, вот этот вариант, когда Институт геокультурного развития, артист-центр может стать, значит, одним из федеральных центров международного масштаба, федерального масштаба. Поэтому предстоит очень большая, серьезная работа. И вот то, что мы вошли в кабинете, мы увидели вот, ну, такие дизайн, проекты, идеи разные интерьеров будущего артист-центра культуры и искусств, говорит о многом, потому что здесь заложены вот эти идеи, которые мы буквально вот сегодня обсуждали, говорили. Я, значит, выражаю такую надежду, то, что с нами здесь, ну, высказывались, так и в этой беседе невозможно же все подробно рассказать, но основные какие-то аспекты, опорные мысли, идеи, значит, образы даже я попытался до вас донести. Надеюсь, это в чем-то я, возможно, буду понятен, а в чем-то, может, и непонятен. Но мне кажется, вы сказали очень важную вещь. Это ориентиры. Да? И ну, в конце я, конечно, пожелал бы удачи Арктическому центру, Институту геокультурного развития. Это необходимо, это востребовано и временем, и людьми, народом. Спасибо, Андрей Исаевич. Спасибо. Как-то мрачно сказал, так, спасибо. Мрачно.